Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Харилова, и я рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфиру. Это Борис Пинкус, лидер республиканской партии у 45-му виборчому окрузі Нью-Йорка. Пане Борисе, витаю вас. Селям алейкум. Витаю, салам алейкум, дорогие мои друзья в Украине, и рад вас видеть и слышать. Взаимно. Ну что ж, начнем, так как вы находитесь в Соединенных Штатах Америки и являетесь лидером республиканской партии в избирательном округе 45-го в Нью-Йорке, начнем с промежуточных выборов, которые прошли в Соединенных Штатах Америки. Поделитесь с нами, пожалуйста, итогами. Ну, признаться, как республиканец, я вам скажу, что результаты нас разочаровали. Так. Мы предвкушали большую победу с огромным преимуществом в Нижней Палате. Как минимум мы предполагали, будем иметь дополнительных от 20 до 25 мест. И это в Нижней Палате, а в Верхней мы были уверены, мы будем иметь дополнительных минимум 5 мест. Этого не произошло. Мы уже упустили Сенат, Верхнюю Палату. И вот сегодня идут подсчеты, буквально со дня на день мы будем знать окончательные результаты в Нижнюю Палату. Сегодня у нас там идут подсчеты. 208 голосов у демократов, 212 у нас, при необходимых 218 голосов. Но я думаю, что мы выиграем. Это будет незначительное преимущество. И все равно это позволит нам в тех случаях, когда принимаются решения по абсолютному количеству голосов, я думаю, мы будем иметь преимущество. И тем не менее, к сожалению, того, на что мы рассчитывали, не произошло. Сегодня мы начинаем уже анализировать, почему это могло произойти. Да, допущено много ошибок. К сожалению, если мы раньше предполагали, что это был референдум по Байдену, как это обычно бывает на промежуточных выборах, то оказалось, что здесь был не столько референдум по президенту страны, ныне действующими, а это оказалось референдумом по экс-президенту, по Трампу. Да. И вот сегодня у нас уже внутри идут напряженные дискуссии о том, какую роль сыграл Трамп, будучи не президентом, будучи неофициально каким-то либо лицом, которое политически может влиять на что-то, и тем не менее, к сожалению, его роль оказалась негативной. Достаточно сказать, что из 9 кандидатов, которых он поддержал, 6 провалились. Причем среди них были явные фавориты. К сожалению, вот так получилось. И сегодня уже раздаются голоса о том, что нужно ли поддержать Трампа, если он вдруг 15 числа, это вот буквально завтра, если вдруг он заявит о том, что он будет баллотироваться официально как кандидат в президенты Америки в 2024 году. То есть Вот правильно я понимаю, что сейчас среди республиканцев как раз обсуждается вопрос поддержки Дональда Трампа относительно его кандидатства в президенты, так как именно его фигура отрицательно повлияла на результаты выборов. Есть такое мнение, но это мнение пока среди элиты. Но у нас есть еще огромная масса людей, более 60 миллионов по последним опросам поддерживают Трампа. Это очень большая цифра. Поэтому прежде чем выйти на публику и начать говорить правду, если она действительно таковая, о том, что роль Трампа была в этом случае негативной, надо иметь веские аргументы. Вот это очень важно. И над этим сегодня работают и в Конгрессе среди республиканцев, и в Сенате. Так что предстоят очень жаркие дискуссии, но, к сожалению, уже начали выбрасываться на поверхность общественного обсуждения в обществе. Обсуждение в обществе – это реакция Трампа вдруг, неожиданно, на того
кандидата, который потенциально может стать довольно сильной фигурой против него. Речь идет о губернаторе Флориды Доне Десантисе. Так. Вот. И вот тут вдруг неожиданно Трамп начал критиковать Десантиса в том плане, что он, видите ли, не справился в борьбе с COVID-19, с коронавирусом. Причем для этого не было повода абсолютно. Десантису 44 года, молодой, энергичный. Как раз-таки наоборот, он прекрасно справился со своими обязанностями как губернатора. Более того, по мнению большинства республиканцев, он лучше, чем кто-либо из губернаторов, как раз-таки справился с пандемией, хотя бы потому, что он единственный, кто в борьбе с пандемией подошел нестандартно на весь штат. Например, запретив там выход на работу или вот, обязав всех носить маски, делать вакцины всем и так далее и тому подобное. Вот этого он не сделал. Он как раз-таки подошел индивидуально к каждому отдельно взятому региону штата. То есть в зависимости от уровня пандемии он предлагал или издавал указы по борьбе с пандемией. И этим он выиграл, потому что уровень пандемии там упал быстрее, чем где-либо, и число работающих там было самым высоким, чем относительно других штатов. Поэтому и вот сегодня неожиданный выпад Трампа против Десантиса, он обескураживает даже меня, я являюсь страстным поклонником Трампа, но в этом случае я считаю, что он не прав, он не имеет права говорить о губернаторе, кстати, губернаторе штата, в котором он сам живет сегодня, без повода. Десантис настолько воспитан, что он даже не среагировал на этот выпад. И буквально неделю назад на вопрос журналистов о том, будет ли он баллотироваться в президенты, Десантис сказал, что нет, до тех пор, пока Трамп не откажется от своих притязаний на Белый дом. Вот до такой степени он воспитан, Десантис. И вот сегодня это выпады Трампа против Десантиса уже вводят какую-то трещину в стане республиканцев, которая может привести к серьезному расколу. И вот, понимаете, и вот перед завтрашним его выступлением ожидается, что он впервые громогласно заявит, что он будет баллотироваться в Белый дом. Все в растерянности, как быть, и расстроены тем, что Трамп повел себя некорректно, неподобающе будущему президенту. И в то же время начинают обсуждать, насколько Трамп был прав, вмешиваясь в первичные выборы среди республиканцев, с одной стороны, и с другой стороны, поддерживая тех кандидатов в верхнюю и нижнюю палату, которые были явными, казалось бы, были явными фаворитами, но проиграли. Короче, идет, знаете, анализ, глубокий анализ. Результаты будут видны очень скоро. Я бы хотела вот поговорить о промежуточных выборах в Соединенных Штатах Америки в контексте Украины и российско-украинской войны. Мы отсюда тоже очень пристально следим за выборами в США. И, знаете, просто российская агентура на Западе распространяет такие страшилки из серии, что вот республиканцы придут, и там поддержка Украине снизится. И финансовая поддержка, и, не знаю, там военно-техническая будет меньше и так далее. Вот насколько варьируются или насколько разные позиции демократов и республиканцев в вопросе поддержки Украины? Ну, во-первых, говорить о том, что с приходом республиканцев в верхние эшелоны власти в большинстве, говорить о том, что помощь Украине уменьшится, это неправда, это не будет никогда. Первая причина, уже приняты законы. Законы, это законы в Конгрессе и подписаны самим президентом,
Кстати, Байден остается президентом до 2024 года, а там еще неизвестно, что будет. Да. Это раз. Законы обратной силы не имеют. Законы как раз-таки подтверждающие неизбежность помощи Америке Украине. Это первое. Второе. По сей день на протяжении всей войны в Украине, начиная с 24 февраля, уровень поддержки Америки Украине не упал нисколько. Причем на беспартийной основе, независимо от партийной принадлежности, американцы одержимы 70% и даже более поддерживают по сей день Украину до победного конца. И это невзирая на массу проблем, с которыми Америка сегодня сталкивается. Это и высокая инфляция, которая сегодня выше 9%, да. при норме 2%. Это высокая преступность, к сожалению, которая захлестнула многие города наши, и об этом говорят и левые, и правые, то есть и демократы, и республиканцы. И это нелегальная иммиграция, которая, к сожалению, за 2 года пребывания Байдена в Белом доме достигла более 5 миллионов. Это нелегальная иммиграция тех, кто пересекает мексикано-американскую границу. Невзирая на все это, американцы одержимы в помощи Украине и готовы платить за высокие цены на бензин, высокие цены на товары первой необходимости и многое другое, что сделало Америку дискомфортной в сравнении с тем, что было до войны, к примеру. И вот это все вместе взятое говорит о том, что беспокоиться о том, что если даже республиканцы были бы в большинстве и в Нижней и Верхней палате, это неправда. И еще и потому, что есть, конечно, маргиналы и с левой стороны, то есть со стороны демократов. Вот, например, 30 демократов написали открытое письмо недавно, буквально за пару недель назад, в Белый дом с требованием о прекращении помощи Украине. С тем, чтобы усадить Зеленского за стол переговоров насильно, с тем, чтобы война была прекращена и мировое сообщество вернулось к нормальному образу жизни. Это было со стороны левых. А вот со стороны правых республиканцев тоже есть. Это отмороженные. Они вот в преддверии выборов, конечно, они больше были заинтересованы, чтобы заманить больше избирателей на избирательные участки, чтобы проголосовали за них. Это были их последние козыри, чем они могли привлечь своих избирателей на избирательный участок, с тем, чтобы они проголосовали за них. Вот. Но их число меньшинство, мизерное в сравнении с мейнстримом, с главным течением среди и демократов, и республиканцев. И вопрос о помощи Украине самый главный и единственный, который объединяет и демократов, и республиканцев. Вот это очень важный фактор, и поэтому беспокоиться по этому поводу нет абсолютно ни малейшего основания. Тем более, вы знаете, обыватели, американцы, впервые почувствовали, что война идет не где-нибудь, не в каком-то Афганистане, не в каком-то Вьетнаме, не в каком-то Ираке, а война идет в центре Европы. И именно в центре Европы идет война за ценности, которые заложены в основу самого американского общества. Вот это понимают многие обыватели, многие американцы, независимо от положения, социального положения в Америке. Вот это гарантия тому, что Америка никогда не оставит в беде Украину и поддержит ее до победного конца. Более того, уже давно идут разговоры в кулуарах, и не просто разговоры, а уже Конгресс в лице Сената подписал 350-миллиардную помощь Украине по восстановлению Украины. То есть это идет далеко идущими планами. То есть можно ли сказать, что поражение Украины в этой войне в Соединенных Штатах Америки в принципе воспринимается как поражение США и всего демократического
цивилизованного мира, чего они позволить не могут, в особенности после некоторых провалов, которые мы наблюдали в Афганистане, так и в Венесуэле, да, когда вроде... И в Ираке, да, и в Ираке. Но вроде ничего не решилось. И поэтому этот кейс, он должен быть успешным, и Украина должна победить. Правильно я понимаю? Правильно. Совершенно верно. Абсолютно верно. И сегодня Америка тестируется на право быть лидером мирового сообщества, на право умения решать такие глобальные проблемы, самые крупные проблемы после Второй мировой войны. Даже Карибский кризис уступает по накалу напряженности, с которым мы столкнулись. Почему? Да потому что никогда в мире до сих пор за всю историю человечества еще никогда террорист номер один не имел доступа к ядерному оружию. И вот сегодня идет шантаж мирового сообщества в том, что этот террорист может применить ядерное оружие, и он об этом открыто говорит. Поэтому даже если вероятность применения ядерного оружия минимальна, все равно это тревожно. Все равно нельзя успокаиваться, нельзя уповаться на мирные переговоры до того, как враг не будет повержен, просто уничтожен. Здесь нет другого выхода. И никаких переговоров до того момента, пока оккупанты не будут выдворены за границы 91 года, не может быть и речи. Но вы обратите внимание, как только Херсон был отвоеван, буквально пару дней назад, и вдруг стал всплывать новый всплеск волны тех, кто заражен синдромом Макрона. То есть давайте раздавать, не унижать Путина, да. Да, совершенно верно. А вы знаете, мотивировка какая? А мы не знаем, кто будет после Путина. Вокруг него те же КГБшники. И неизвестно, что они еще предпримут. Может быть, даже Путин лучше. Может быть, мы с ним можем переговариваться и договариваться. И это как раз то, на что Путин рассчитывает. Путин как раз говорит: слушайте, давайте со мной ведите переговоры. Вы еще не знаете, кто будет после меня. Здесь есть основания у тех, кто поддерживает эту версию, в том, что в России самой нет оппозиции как таковой. Она разрушена, выкорчевана Путиным за все 22 года. Кого-то он отравил, кого-то он застрелил, где бы это ни было, и в самой Европе. Кого-то он посадил в тюрьму, вот тот же Навальный, к примеру, и другие оппозиционеры, Владимир Карамурза, к примеру, или Яшин, например, Илья. Или другие разбросанные убежали в странах Европы. То есть нет единого центра оппозиционного, который бы существовал и который бы имел стратегию захвата власти или прихода к власти. Вот это все говорит о том, что вот эти вот лица, которые сегодня леволиберальные, я подчеркиваю, вот, которые, знаете, вот эту версию Макрона постоянно, периодически выводят на поверхность, они вот этим мотивируют. И они пытаются давить. Дело дошло до того, что даже тот же генерал Милли, тот самый генерал, который провалил вывод американских войск из Афганистана, сегодня руководит войсками в Европе. Я его считаю балбесом. Он давно должен был быть разжалован за то поражение, что он, за те неудачи, провалы позорные, которые имели место в Афганистане. Но, тем не менее, Байден его держит. И вот он вдруг, обратите внимание, ссылаясь на то, что, ой, молодцы украинцы, вот они отвоевали Херсон. Сегодня есть основания уже сесть за стол переговоров и вести переговоры с Путиным с позиции силы. Это же идиотизм. Никогда этого не будет. Никогда. Вот, кстати, по поводу переговоров, действительно, в последнее время очень активно муссируется эта тема, и в особенности подогрело это все визит советника Байдена,
по национальной безопасности Джейка Салливана в Украину, где он встречался с высшим политическим руководством нашей страны. Потом вышла статья на Вашингтон-Пост относительно того, что якобы США подталкивают Украину к переговорам с Россией и так далее. Как вы думаете, может ли быть такое? Если переговоры, то о чем? На какую тему? Что может быть предметом переговоров, какого-то, я не знаю, там обмена бартера или чего-либо? То есть такое реально вообще сейчас? Исключено. Исключено. Нет ни одного фактора, который был бы в пользу этого. Ни одного. Первый. Твердое заявление президента Зеленского, который привел 4 пункта, которые должны быть соблюдены, и после чего могут быть разговоры об этом. Да. Первое – это вывод всех войск России за пределы границ 1991 года. Второе – полная компенсация всех потерь, всех уронов, тех экономических, моральных потерь, которые Украина имеет сегодня в результате варварского нападения России на Украину. Третье – это трибунал. Военный трибунал. Причем не просто трибунал, забудьте про Гаагу. Новый трибунал. Таких преступлений послевоенное время, после Холокоста не было. Сегодня это новый Холокост. Сегодня трибунал должен иметь место в Буче, в Мариуполе, в Изюме, в Лимане. Во всех городах, где были зверства, насилие. Вот это сегодня должно быть предметом обсуждения в мировом масштабе. Других разговоров не должно быть только после этого. Это заявил Зеленский. Его поддерживает по всем опросам и зарубежных, и украинских средств массовой информации более 90%. Но даже если Зеленский пойдет на попятную, ему народ украинский не простит. Его банковский офис будет разметан, раздавлен за 1 неделю. Он это хорошо знает. Поэтому Зеленский выражает мнение, чаяние, жажду победы всего украинского народа. И нашу, американскую. Потому что мы знаем... Могут все-таки идти на это? Могут подталкивать Украину? Не будет. Тоже не нет? будет. Не будет. Вы посмотрите. Давайте вспомним слова Ллойда Остина. Да, министра обороны. Который на одном из первых заседаний контактной группы Рамштайне сказал, что Америка перевернет землю и небо ради победы Украины. Но я не думаю, что это были пустые слова. Его поддержал Блинкен, госсекретарь. И даже этот, знаете, советник по национальной безопасности, да, допустим, если даже он будет продолжать периодически вот так вот обрабатывать Байдена своими либеральными идеями о том, чтобы быстрее закончить войну, это не сработает. Не сработает. Опять-таки говорю, это натыкается и на, кроме Остина и Блинкена, и на общественное мнение Америки. Как я говорил, 70% американцев за неукоснительную поддержку Украине. Этого не произойдет. Вот это очень важный фактор. Кстати, Путин способствует этому. Вот эта вот путинская геббельсовская пропагандистская машина, она еще не остановилась. Она продолжает работать. За эти 22 года он внедрил не только в европейские страны, и в нашу страну массу своих лазутчиков, горе-шпионов, которые внедрены везде. И в экономике, и в науке, что хотите. Нет-нет, да всплывают то один, то другой случай. Понимаете, распространение лжеинформации. Вы не можете поверить в то, что вот буквально за где-то за несколько, 4-5 месяцев до войны в Украине более 20 каналов российских работали внутри Америки. Ничем не отличающиеся от этого RT. Продвигая российские нарративы. Продвигая ужасный ложь
против Америки. И надо сказать, что сегодня не идет война против Украины. Война против Америки, против Запада. Просто Украина грудью закрыла дорогу Путину на Запад. Вот это должны понимать западные лидеры. Это должен понимать американский истеблишмент. Такого еще не было в истории человечества, чтобы народ, малочисленный в сравнении с этой ордой, и столь невооруженный теми видами вооружений, которые эта орда имеет, народ мог встать, жертвуя своими сыновьями, отцами, матерями, братьями, сестрами. Встал и сказал: нет, этого не будет. Мы воюем за наше завтра, за наших детей, за наших братьев и сестер. Честь и хвала украинскому народу. Сегодня украинскому народу нет равных. Вы знаете, я не думаю, что какая-то страна в Европе могла бы противостоять, как Украина сегодня стоит. Те же Германия, Франция, Италия, Венгрия, да они бы сложились за 2 дня, свои лапки бы сложили. А Украина этого не сделала. Но скажите... И несмотря на то, что ее обманули, я постоянно напоминаю об этом. Вы помните 94 год? Это Будапештский меморандум. Меморандум, да. Гарантии безопасности США, Великобритании и России. А потом подключились остальные страны. Это ведь позор. Поэтому Украина сегодня не просто обязана, знаете, просить. Она обязана требовать. Требовать, ибо ее обманули. А теперь платите. Мы платим деньгами, которые можно вернуть потом. А Украина платит жизнями, которые никогда не вернешь. И при этом еще до начала широкомасштабного вторжения России в Украину высшее политическое руководство Украины просила и требовала от наших западных партнеров вводить превентивные санкции в отношении России, чтобы предупредить ее дальнейшие агрессивные действия в нашей стране, чего сделано не было. Говорили о том, что санкции мы ведем, если там Россия нападет, но Россия напала, люди умирают, санкции только вводят после того, как началась эта война широкомасштабная в нашей стране. Сейчас Россия продолжает шантажировать мир уже ядерным оружием. Так не логично было бы сейчас уже нанести превентивный удар, более серьезные санкции в отношении России, еще больше оружия Украине, чтобы предупредить и, возможно, остановить Путина? Я бы начал с предыстории. Это Запад выписывал Путина. Я хочу вас вернуть в 2007 год. Грузия. Когда он... в 2007 это было в Германии. Мюнхенская конференция по безопасности. Когда Путин впервые громогласно заявил о том, что самой страшной катастрофой 20 века был распад Советского Союза. Это был его манифест. Это была его философия, которая потом начала работать. Когда он вбросил эту идею в массу политическую мирового сообщества, он ждал реакции. Реакция была нулевая. Тогда он начал действовать. 2008 год, Грузия. 20% отхватил. А Запад среагировал парочку такими, знаете, такими, знаете, санкциями, которые плевать хотели все на эти санкции. Так там потом и не заметили. Потом я вам продолжу. Да, вот смотрите. После 2008 года, 2014 год Украина, Крым, вы посмотрите, человечки, зелененькие и так далее, реакция нулевая. Потом Донбасс, Луганск. И только потом, обратите внимание, даже когда Путин напал на Украину, реакции не было Запада адекватной. Все были настроены на то, что ну и черт с ним, пусть заберет к чертовой матери, зато будет мир, покой в мире. То есть не ожидали такого сопротивления от Украины? Абсолютно. Но подтверждением тому является звонок Байдена Зеленскому с предложением, значит, он посылает, видите ли, самолет
Зеленскому, чтобы он быстренько вылетел и спас свою жизнь. На что была потрясающая реакция Зеленского, которая войдет в историю, уже вошла в историю, что мне не нужен самолет, мне нужно оружие. Вот это была реакция Зеленского как президента великого украинского народа, который уже стал великим и вошел в историю. Поэтому много событий прошло. Я не могу не похвалить Эрдогана, президента Турции, который сыграл колоссальную роль в миротворчестве. И вот, знаете, имея влияние на Путина, вот, например, он потрясающую роль сыграл в обмене военнопленными. И, конечно же, его инициатива в вопросе разблокировки украинских портов, вывозе зерна. И сегодня его активность в том, чтобы он мог бы сыграть какую-то роль в приближении украинской победы, это имеет колоссальное значение, я так считаю, вот в мировом сообществе. Он единственный сегодня на Западе, кто явился мостом, тем самым, на который можно будет опереться в полной победе Украины. У меня такое впечатление о нем. И поэтому честь ему и хвала в этом. Но сейчас проходит саммит G20, куда прибыл, кстати, сегодня министр иностранных дел России, там Лавров, там уже находится президент США Байден, там уже лидер Китая Си Цзиньпинь. Что вы ожидаете по результатам этой встречи? Тем более, что президент Украины Владимир Зеленский также там готовит видеообращение, а также Украина инициирует исключение Российской Федерации из G20, чтобы превратить ее в G19. Что вы думаете по этому поводу? Каких результатов вы ожидаете, в особенности от встречи Байдена с Си Цзиньпинем, если она состоится? Ну, обычно эти двадцатки большую роль-то не играли. Она впервые была собрана по инициативе Буша-младшего в 2008 году. Потом она должна была бы проводиться каждый год. Она проводилась каждый год. И, к сожалению, идея-то была заключена в том, чтобы как-то вырваться из того мирового экономического коллапса, который имел место в 2008 году. И потом он уже начал принимать политическую окраску тоже. И, казалось бы, сегодня, да, когда мир соприкоснулся с угрозами термоядерной войны, эта двадцатка должна была бы сыграть колоссальную роль. Увы, этого не произойдет. По целому ряду причин. Потому что есть несогласие среди стран этой двадцатки в оценке публичной хотя бы тех преступлений, которые Путин сегодня творит на украинской земле. И в противовесе в этом, конечно, есть Китай. Тот самый Китай, который бы мог бы сыграть колоссальную роль в окончании этой войны и выдворении Путина за границы Украины 1991 года. Вот на эту роль мог бы претендовать Китай при умном подходе Байдена, который должен быть настроен на хороший мирный диалог с Си, президентом Китая, с тем, чтобы убедить президента Китая в том, что Америка готова заключить долгосрочный договор с Китаем в области экономики и политики, с тем, чтобы спасти мир, с тем, чтобы обе эти страны по достоинству считались двуполярными центрами этого мира. О чем, кстати, президент Си в своей потрясающей речи на его инаугурации подчеркнул, он не говорил о многополярности, заткнув рот Путину этим. Он говорил о двуполярности, о том, что сегодня только две страны лидирующие, это Америка и Китай. Вот эту мысль, эту идею бы и следовало развивать Байдену, который, я сомневаюсь, готов к этому. К сожалению,
Если Байден этого не сделает, это будет его грубейшая ошибка, которая будет стоить мировому сообществу очень дорого. И война это может еще продолжаться, к сожалению. Это с одной стороны. А с другой стороны, не возлагая больших надежд на результаты этой двадцатки, саммита двадцатки, я считаю, сегодня успехи Украины должны решаться на полях битвы. Сегодня Украине нужны поставки новых видов вооружений, тех самых, которые бы привели Украину в состояние наступательное на всей линии фронта войны в Украине. Нужны снаряды для хаймерсов, знаете, с радиусом действия 300 и более километров. Нужны насамсы, системы противовоздушной обороны, которые бы перекрыли все областные центры Украины и центры важнейшей инфраструктуры Украины, энергетические центры, которые бы обеспечили безопасность мирному населению, обеспечили бы тот же свет, энергию в том же Киеве, в Харькове, в Чернигове, Запорожье, в том же Херсоне. Вот это нужно делать. Но, увы, вот это вот опасение в том, что, видите ли, можно разозлить Путина, можно, видите ли, привести его к тому, что он как крыса, загнанная в угол, может использовать свой последний шанс, это использовать ядерное оружие. Вот это опасение до сих пор висит над головами тех леволибералов, которые и давят на Байдена. А Байден в растерянности. Ему не хватает воли, и не хватает смелости взять на себя ответственность. Уже сегодня, если вы раньше допустили столько ошибок, допустив Путина так распоясаться, чтобы угрожать миру ядерным оружием, так решите эту проблему сегодня. Надо именно сегодня поступить опережающе, использовать, пусть даже не ядерное, тактическое оружие достаточной мощности, чтобы добить его в его норе, где он спрятан. А американская разведка прекрасно знает, где он. Точно знает. В этом можно не сомневаться. И у нас есть достаточно оружия, чтобы достать его, под какой-то глубиной он не был. Так, а на что тогда рассчитывает сегодня западный мир, западный истеблишмент? Ну, как говорил Конфуций, можно долго сидеть у реки, да, и можно дождаться, как проплывает труп твоего врага. Но ведь это время, это ресурсы, и это самое важное – жизни людей, которые сегодня погибают в Украине. Совершенно верно. Поэтому я подчеркиваю, напоминая опять, что мир никогда не сталкивался с такой трагедией, сегодня нужен лидер. Мировой лидер, который на себя возьмет эту ответственность и решит судьбу тысяч и тысяч еще живых людей, которые могут быть уничтожены этим террористом номер один. От такого лидерства нет пока. И мы давим на Байдена, чтобы он наконец-то взял на себя ответственность и сделал это. Вот это самое главное. Так. Давим на все педали, на всех. Я, будучи республиканцем, работаю с демократами. С теми, кто позитивен, кто за Украину. Не только с республиканцами. И, к счастью, есть полное взаимопонимание. И Конгресс более решительный, чем сам Байден. В этом вся проблема. Поэтому мы волнуемся каждый день, каждый час. Мир еще не знает, какой ценой Украине достался Херсон. Вот буквально недавно, вчера, по-моему, уже президент Зеленский рассказал о том, что более 400 убитых, истерзанных, изнасилованных трупов найдено уже в Херсоне, и расследования продолжаются. Это еще одно место трагедии, которое должно быть обнародовано,
показано всему мировому сообществу, с кем сегодня Украина имеет дело. Ну, вот что я еще у вас хотела спросить. С начала широкомасштабного вторжения России в Украину планы Путина неоднократно менялись. Сначала они планировали Киев взять, не получилось, Харьков взять, не получилось. По Донбассу нет никаких абсолютно стратегических успехов, и более того, украинские вооруженные силы деоккупировали крупные города на Донбассе. По Херсону, если говорить, то мы видим, что в Херсон не захватили не потому, что провели какую-то успешную военную операцию, да, а просто потому, что там была банальная зрада со стороны местных чиновников. И сегодня мы видим, как часть Херсонской области, южная часть материковой Украины деоккупируется украинскими вооруженными силами. Так здесь возникает естественный вопрос. Как вы думаете, как дальше будет действовать Путин? Какая его стратегия, на что он рассчитывает? Вот сегодня, когда он терпит поражение, начиная с самого главного, он не смог за 3 дня овладеть Киевом, столицей Украины, он не смог за 2 недели охватить всю Украину. Более того, он до такой степени сегодня истощен, что он вынужден, как нищий с протянутой рукой, обращаться за помощью к странам третьего мира, таким как Иран, таким как Северная Корея. И позорно он вынужден посылать на фронты тех арестантов, из тюрем освобождая тех преступников, которые якобы смогут за деньги, за свободу якобы, освобождения из тюрем, могут отстоять Россию и ее интересы на чужой территории. Это все проваливается. Проваливается полностью вдребезги. Он теряет престиж не только в мировом масштабе, доверие даже среди тех, кто его поддерживал внутри страны и даже в своем окружении. Сегодня только 20%, чуть более 20% его поддерживают в самой России. Но это все равно много. И его сегодня расчет только один. Это растянуть его пребывание на украинской земле с его войсками так долго, чтобы с наступлением зимы, холодов и в связи с отсутствием энергоносителей в европейских странах, так как и в самой Украине, чтобы народы вышли на улицу, чтобы терпение лопнуло, чтобы народ Украины вышел на улицу с тем, чтобы сказали: хватит, мы устали, у нас нет тепла, у нас нет еды, у нас нет света, у нас дети, у нас старики, надо их спасать. Давайте уж пожертвуем частью какой-то Украины, тем же Крымом, Луганском, Донбассом, и заключим мир на время и вернемся к нормальному образу жизни. Точно так же сегодня на это рассчитывает Путин, и на то, что европейские народы это сделают. И не случайно сегодня профсоюзы Германии уже начинают давить на Шольца с тем, чтобы не пора ли заканчивать с этой войной. Давайте уж прибегнем к каким-то договорам с этим Путиным, ведь было же когда-то все нормально. И вот эта волна, я вынужден опять напомнить, которая снова начинает набирать обороты после освобождения Херсона, она не случайно снова появляется. С одной стороны, эти леволибералы, они никогда не успокаивались, это их интересы, а с другой стороны, путинская агентура тоже работает, продолжает работать, потому что коррумпированный Запад и те лица, это полезные идиоты у нас в Америке, они все еще есть. Вот они способствуют Путину продлить его пребывание, продлить его пребывание в Украине, держать свои вот эти вот горе войска, которых я сегодня называю не второй армией мира, а первой террористической армией мира, так ее можно назвать. И вот его цель продлить с тем, чтобы Запад изнутри взбунтовался и пошел на переговоры.
А у него есть еще расчеты. Пожалуйста, тот же Орбан, президент Венгрии, он постоянно говорит о том, что надо вступать в переговоры с Путиным. Вот. Были опасения, что это будет со стороны итальянского руководства. К счастью, пока этого нет. Несмотря на то, что в коалицию, в правительство, возглавляемое Меланией, входит и такой ближайший друг Путина, как Берлускони, к примеру. К счастью, пока этого нет. Но так долго продолжаться не может. Нам нельзя рассчитывать, вы понимаете, нам нельзя рассчитывать на то, что мир един в противодействии Путину, и рано или поздно это все само собой закончится. Нет, нужна сила. Нужна сила, которая может уничтожить врага и вышвырнуть его за пределы границ Украины 1991 года. Это нужно. Это единственный выход сегодня из положения. Других вариантов нет. Ну, вот вы говорите о том, что Россия рассчитывает на то, что будет растягивать время, да, чем дальше, тем хуже, усугублять положение своим шантажом энергетическим, шантажом там Европы и других западных держав, но ведь это может сработать и в обратную, потому что чем больше времени, тем больше убитых российских солдат и десятки тысяч гробов, которые идут в Россию, идут к российским матерям. Это может спровоцировать протест внутри самой России, возможно, какой-то переворот в России, революцию, дворцовый переворот, падение путинского режима и так далее? Или вы в это не верите? Нет, я не верю в это. Я не верю в это хотя бы потому, что первое, Путин скрывает истинные цифры потерь, которые Россия несет на украинской земле. И второе, что более важно, чем первое, вы посмотрите, когда проводятся опросы на улицах Москвы, Питера, допустим, других городов, как матери, я не могу поверить, что такое возможно, говорят о том, что ну и погибнет мой сын за нашу родину, против нацистов, у меня есть еще дети. Представляете вы? Это надо быть каким животным, говорить такое, и это не один случай, таких случаев много. Другими словами, здесь не только роль Путина. Все годы, начиная с 17 года прошлого века, советская власть, она проводила селекцию. Среди русских селекцию тех, кто будет иметь рабское мышление. Сегодня Россия немыслима без царя, без того, кто является тираном. Вы посмотрите, сколько людей молится на Сталина. Вы посмотрите, как они охраняют и болезненно переносят сносы памятников этим тиранам всех лет советской власти. И вот эта селекционная работа, она и привела к тому, что сегодня россияне настолько раболепны, что я говорил и повторю еще раз. Сегодня они представляют собой жителей ГУЛАГа, вот этого огромного лагеря. И если кто-либо осмеется вывести этих граждан России за ворота этого ГУЛАГа, они повесят его на вратах этого ГУЛАГа и вернутся опять на свои же нары. Вот такое состояние сегодня России. И рассчитывать на то, что вдруг произойдет взрыв, этого не будет. На это нельзя рассчитывать, к сожалению. И поэтому сегодня нам не на что рассчитывать. Нужен лидер. Тоже от роли личности очень многое зависит. Лидер, как Соломон в свое время в Израиле. И еще лучше Моисей. Моисей, который вывел евреев из Израиля, из Египта, прошу прощения, из Египта и водил 40 лет, пока не привел в Израиль. Вы помните? Да. То есть, почему он водил? Вы помните? 40 лет водил, чтобы израильские поколения поменялись настолько, чтобы вышибло их с их головы раболепие. Вот это предстоит у России. Кстати, нужна смена ни одного поколения, чтобы русские пришли в себя. Вот это очень важно. Вот, кстати, я это и хотела спросить. Вообще, смогут ли русские повторить судьбу
Германии после Второй мировой войны, покаяться, выплатить репарации и так далее. Помните, как-то у Гарри Трумана спросили, что вы считаете своим важным, самым главным успехом? Он сказал, что мы сумели победить нашего врага и вернуть его в ряды цивилизованных стран. Сколько времени для этого понадобится, если мы говорим о России, падении путинского режима? Во-первых, это неизбежно. Россию ждет то же самое, что мировое сообщество предприняло против Японии и Германии после Второй мировой войны. Россия не будет иметь права на имение ядерного оружия. Это уж 100%, об этом речи быть не может. Это исключено полностью. Но для этого нужен трибунал. Начинать надо с этого. Потому что еще не все мировое сообщество в нужном таком достаточно крупном масштабе знает о тех зверствах, которые сегодня творятся на украинской земле. Этого еще нет. Поэтому предстоит огромнейшая работа, как внутри Украины, так и за ее пределами, тех лидеров, от которым мы обращаемся сегодня, той же двадцатки, к примеру, Организации Объединенных Наций, НАТО, Европейского Союза, которые обязаны придать гласности все, что творится сегодня в Украине, и организовать трибунал, выездной трибунал во всех тех местах, где творились вот эти трагедии, зверства, и потом придать гласности мировому сообществу. И на основании всего этого уже принимать решение, как вести себя по отношению к России. И, конечно же, по репарации. Это то, что Германия делает по сегодняшний день. Вот как Германия выплачивает евреям по сегодняшний день, точно так же Россия будет платить Украине, всем украинцам, до последнего. А есть чем платить. Уже сегодня заморожены банковские счета олигархов, национальные деньги России в американских банках. Это одно. Более того, Россия достаточно богата, она будет платить до последней копейки, до последнего цента. И то, это, знаете, этим не компенсируешь. Разве вернешь людей, миллионы людей, тысячи людей, которые уже ушли раз и навсегда? Нет. Разве этим смоешь? Этого не будет. Но хотя бы этим, чтобы помочь восстановить Украину, чтобы люди смогли встать на ноги и жить нормальной жизнью. И последний вопрос, который я вам хотела задать. Как вы видите будущее Украины и роль Украины после победы, в чем у меня нет абсолютно никаких сомнений, на международной арене? На мой взгляд, Украина уже ворвалась в элиту мирового сообщества. Независимо от того, будет претендовать Украина на это или нет, она уже признана одним из выдающихся лидеров, который встал грудью на пути варваров и доказал, что Украина имеет полное право быть членом и того же НАТО, и того же Европейского Союза, и многих других, вы знаете, институтов мировых, где голосом Украины уже будут считаться. И благодаря Украине сегодня мы видим, насколько прогнили вот такие организации, как НАТО, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций, хотя бы потому, что сегодня не НАТО защищает Украину, а Украина защищает НАТО. Организация Объединенных Наций палец о палец не ударила, она была просто соседом рядом с Эрдоганом, который решал зерновую проблему. В этом заслуги ООН нет никакой. Поэтому сегодня Украина лидер, один из выдающихся лидеров мирового сообщества. И это будет признано. И я уверен, очень многих наград заслуживают сегодня лидеры Украины, начиная от президента и включая туда и Залужного, выдающегося военного стратега, который проявил талант, умение защищаться против
армии, этой орды до зубов вооруженной. Именно Залужный смог построить такую стратегию ведения обороны и атаки сегодня, которая и приводит к успеху украинской армии. Честь и хвала выдающемуся лидеру Залужному. И, конечно, Зеленский. Он молодчина, я вам скажу. С первых дней он заслужил. Вначале были улыбки, насмешки, что актер пришел в политику, а вот он доказал, что он прежде всего патриот Украины. И он это доказал. Дякую вам дуже, пане Борисе. Чохсагулну, спасибо вам большое, что нашли время, включились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Ассаламу алейкум. Слава Украине. Героям слава. Борис Пинкус был с нами на прямой связи, лидер республиканской партии в 45-му выборчому округе Нью-Йорка. Оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкинджи.